Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем водителя «Сузуки», которого в сильно нетрезвом состоянии остановили автоинспекторы на проспекте Победы в Казани. Как ехали-то на машине? Водитель был не в состоянии ни ходить, ни разговаривать. Расскажем о причинах столкновения 5 автомобилей на проспекте Универсиады и задержания мужчины с наркотиками. А также 2 девушки, которых 59-летний мужчина пригласил ночью в гостиничный номер поработать, купили на его деньги 2 дорогих телефона. Это и не только. Прямо сейчас. Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Высокогорском районе. На трассе М7 столкнулись легковушка и КАМАЗ. 51-летний водитель «Лады» врезался в большегруз, который стоял на обочине, причем попутного направления. Удар был настолько сильным, что легковушка практически полностью влетела под большегруз. От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте, сообщили в ГИБДД республики. Водитель «Опеля» пострадал в результате крупной аварии на проспекте Универсиады недалеко от развязки с улицы Вишневского. Там столкнулись сразу 5 автомобилей – БМВ, «Опель», Рено, Шкода и Ниссан. Больше всех досталось «Опелю». Удар был таким, что у легковушки оторвало задние колеса. Врачи осмотрели мужчину, диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушибы. Но от госпитализации он отказался, предпочел остаться на месте ДТП и принять участие в оформлении аварии. Разбитые машины разбросаны по проезжей части, перегородили дорогу, что стало причиной огромного затора на проспекте Универсиады. Пробка растянулась до Танкового кольца. Автоинспекторы составили схему и поспешили освободить проезд для других участников движения. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, авария произошла по вине водителя БМВ, который не выбрал безопасную дистанцию до других транспортных средств. Окончательная степень виновности будет определяться на детальном разборе происшествия. Сильно пьяного водителя «Сузуки» остановили автоинспекторы на проспекте Победы в Казани. Не заметить автомобиль было невозможно. Передний бампер вместе с номером отсутствовал. Задний был разбит, и его обломки скребли по асфальту. Фонари болтались на проводах. Колесо пробито, а сама машина виляла из стороны в сторону. 61-летний мужчина, сидящий за рулем, был не способен стоять на ногах. Говорить ему было также сложно, но при этом он согласился пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови и не отрицал, крепко выпил перед тем, как сесть за руль. Как ехали-то на машине? Как мужчина ехал в таком состоянии за рулем, он не знал и сам. Водитель не мог стоять на ногах, с большим трудом выговаривал буквы и с еще большими усилиями пытался связать их в слова. А много выпили сегодня? Нормально. Он пытался прийти в себя на морозе, но падал и вскоре замерз. Вам плохо? Да. Хорошо, рассказал мужчина, было чуть раньше. Отогреваться он пошел в машину, но там было не намного теплее. Ключи от автомобиля автоинспекторы забрали, чтобы у мужчины не было соблазна уехать. К тому же, судя по его автомобилю, мужчина не так давно попал в аварию. В аварию не попадали, говорю? Ну, меня въехали вон. Въехали сегодня у вас? Нет, время давно. А сейчас далеко ехали? Ну, домой. До дома он не доехал пару километров. Говорит, сначала не планировал трогаться с места, потом не помнит. Я 2 недели просто не работал. В больнице был. Разгрел машину. Прикатился он, думаю, домой поставь. Чтобы документально зафиксировать его состояние, мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Юрий Кузьмич, согласен пройти осветительным прибором детектор на состояние алкогольного опьянения? Да. Но сделать правильный выдох мужчина смог далеко не с первого раза. Мешало его состояние. Щу. Ну зачем прерывать его? Прерывать не надо было. Я понял. Давайте аккуратно. Стойте нормально. Воздух наберите, аккуратно дуйте, потихоньку. Давайте. Еще немножко, все, молодцы. 0,703. С результатами алкотестера мужчина согласился. Он и не скрывал, что пил. Но вот расписаться в протоколе было сложно. Признался, просто ничего не видят. До прибытия эвакуатора он сидел в своем автомобиле. А когда машину забрали на штрафстоянку, автоинспекторы довезли его до дома. Оставить его в таком состоянии на улице они не смогли. Теперь мужчину ждет суд. Превращение из водителя в пешехода и наложение штрафа в 30 тысяч рублей. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112.
Трамвай и КАМАЗ столкнулись на перекрестке улиц Несмелого и Гладилова. Оба двигались от Кировской дамбы в сторону Большой Крыловки. И на перекрестке грузовик стал поворачивать налево на улицу Гладилова. И получилось так, что перекрыл дорогу трамваю, а когда загорелась стрелка, хотел его объехать, чтобы не задеть. Но, по уверениям водителя большегруза, справа его подрезала легковушка. И чтобы не врезаться в нее, выбрал меньшее зло и зацепил трамвай. Пассажиров в вагоне не было, он направлялся в депо. ДТП вызвало большой затор на перекрестке, из-за чего там едва не столкнулись еще несколько машин. Водитель КАМАЗа вину признал. Это его первая авария за 20-летний водительский стаж. После оформления аварии движение на этом участке дороги пришло в норму. Рено Логан и Volkswagen столкнулись на улице Чуйкова в Казани. Оба автомобиля двигались в одну сторону. Скорость на этом участке ограничена 40 километрами в час, но удар был такой, что у Рено вывернуло заднее колесо. Ремонт предстоит долгий и дорогой. Виновника в этой аварии искать долго не пришлось. Удар в Рено пришелся сзади. Volkswagen при этом перестраивался из ряда в ряд. Машина резко тормознула передо мной. Рассказать подробности аварии водитель Volkswagen отказался наотрез. Его пассажирка была немногословна. Сказала, что никто не пострадал. Для водителя Рено все произошедшее было очень неожиданным. Хотел припарковаться, теперь долго никуда не поедет. Удар пришелся в заднюю часть Логана и был таким, что заднее левое колесо вывернуло, и машина больше не на ходу. Это не считая повреждения кузова. Я вот тут парковка для места искал, уже скорость медленная. И он там разогнался, не знаю, откуда нарисовался. Я не видел. Вина водителя Volkswagen тут была очевидна. Он не стал ее отрицать и сам. Вину признал, да? Да. Место происшествия автомобиля покинули на эвакуаторах. Оплатить ремонт Рено должна страховая компания. Volkswagen владельцу предстоит восстанавливать за свой счет. Пострадал он, по крайней мере, визуально немного меньше, чем Рено. Но стоимость обязательной страховки на следующий год для водителя Volkswagen, вероятно, значительно возрастет. Рамиль Шайдуль, Наиль Абдулин, Вызов 112. Больше 14 граммов синтетического наркотика МДМА изъяли полицейские у 36-летнего ранее судимого казанца. Мужчину заподозрили в хранении и незаконном сбыте запрещенных веществ и остановили на улице для проверки и досмотра. При себе у него находился белый бумажный сверток с порошкообразным веществом. Его отправили на экспертизу, а подозреваемого задержали. Проведенная экспертиза установила, что предоставленное на исследование вещество массой 14,12 грамм содержит в составе наркотическое средство МДМА. Мужчина свою вину признал полностью и рассказал, что запрещенные вещества хранил для личного потребления. В настоящее время в отделе полиции Епеева возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Больше $250 000 рублей лишился 59-летний мужчина, приехавший в Альметьевск из Новосибирска в командировку. Поселился гость Татарстана в гостинице, поужинать решил в одном из кафе города. Там и познакомился с 2 девушками, одной 28 лет, другой 25. На приглашение провести остаток вечера в его номере они с радостью согласились. За женское внимание он пообещал заплатить им 50 000 рублей и тут же перечислил предоплату. Трудились девушки всю ночь, покинули гостиничный номер утром. А мужчина вызвал такси и поехал по рабочим делам. Но, доехав на место, он обратил внимание, что с карты не списалась стоимость проезда. Он решил проверить баланс и обнаружил пропажу 250 000 рублей. Деньги были списаны около полуночи интернет-магазином за 2 дорогих телефона. Потерпевший тут же обратился в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались ночные гости заявителя. Со слов девушек, когда мужчина время от времени отлучался в душ, они порылись в его вещах, нашли банковскую карту и заказали себе телефоны. В отделе полиции девушки дали признательные показания и обещали возместить ущерб. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Пересылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.